Абзера шәымазазили хәыԥшцәа, иацаҳҵоит аибашьраантәи архивтә дырраҭарақәа реиҭарбара. Аԥсны жәлар реибашьраҿы игаз аиааира рыхәҭа ду алоуп Нхыҵ Кавказтәи аиашьаратә жәларқәа. Ҳашьцәа Нхыҵа ҳацеибашьуан, агәыҳалалратә цхраара ҟарҵон. Аԥсны ахьчараз игылеит аҳәаанырцә инхо ҳџьынџьуаа. Аибашьра аамҭаз ессабша аефираҿы иҟан Ирина Агарԥҳа лдырраҭара «Вместе через беду». Уи хықәкыс иаман, ҳҵеицәа ирывагылан хатә гәаԥхарала еибашьуаз Нхыҵ Кавказтәи ҳашьцәа рфырхаҵара аарԥшра, ҳажәлар рхала ишыҟам ирыдгыло шырацәаҩу деилыркаара. По-абхазски Абхазия звучит Апсны. По-русски это страна души. А нынче душат эту страну. Стране души навязали войну. От коммунизма избавилась Грузия. Только наследственность тяжким грузом давит по-прежнему людям на плечи. Лица все те же и методы те же. Грузия вся-то размерами сердца. Ну для чего ей замашки имперские? Надо же бунту такому случиться. Абхазия вздумала определиться, кость в горле Осетия. Нынче Абхазия, завтра Мигрелия. Но что далее? Слово свобода, высокое слово. Но для себя только, не для другого. Новый фашизм по Кавказу идет. Уничтожается целый народ. Но поражение станет победа, если убил не врага, а соседа. Господи, сделай, чтоб поняли сами, кто перед вами и кто рядом с вами. Те, кто посты поважнее заняли, с вами в окопах не воевали. Те, кто места потеплее заняли, с вами в атаке не погибали. Вечер добрый, уважаемые телезрители. На исходе первый месяц нового 93-го года, который уже успел принести много невзгод, много неудач и много страданий нашему народу и нашей республике. В этой связи я хочу начать нашу сегодняшнюю передачу с изложения отчасти собственного, отчасти всеобщего настроения о текущем моменте. Вы согласитесь со мной в том, что мир, в который оказалась втянутая Абхазия, этот мир оказался очень жестоким, ибо, как сказал поэт, в этом бренном мире слишком сильны еще позиции державника. В этой все ужесточающейся войне, на мой взгляд, не наступил еще коренной перелом. Отсюда выводы или урок о том, что нам необходимо напряжение всех сил ради того, чтобы мы сами не загубили дело, ради которого погибли наши лучшие парни и наши лучшие девушки. У меня возникает вопрос, все ли мы поняли и душой и разумом, что мы имеем дело с противником, который лишен человеческого лица. Помните, как Вазиль Искандер говорил, как действует человек, который отказался от мотора нравственности? Да, мы имеем дело с врагом, который лишен этого мотора нравственности. Иначе мы с вами не страдали бы от обугленных трупов наших детей, успевших и не успевших еще родиться абхазами, или же увидев изрезанные с нацистским аппетитом тела наших братьев. Именно я говорю об этом, потому что трезвое понимание такой ситуации может позволить нам решение двух необходимых политического порядка обстоятельств. Первое – это компетентный подход к решению военных и политических задач. Это требование от тех, кто обязан и ответственно решать эти задачи. Кроме того, вторая практическая такая задача – это каждый человек, каждый из нас должен вести себя сообразно военному положению, то есть следовать военной дисциплине. Настроения, убеждения такого рода не беспочвенные. Я думаю, что в нашей работе, в общем, в работе всех, кто принимает какое-то участие в решении военно-политических задач, даже в работе журналистов уже необходим определенный радикализм. К сожалению, материал, который я сегодня вам представляю, не сделан в таком ракурсе, поскольку я сегодня намерена вам показать часть того материала, который привезла вам из Кабардино-Балкарской республики. Вырвать Абхазию из пасти дракона. Так озаглавлено обращение Всемирной черкесской ассоциации ко всем адыгам мира.
В последнее время, говорится в нем, обстановка резко осложнилась. Грузинская сторона наращивает численность своих боевиков. Она имеет мощную материальную политическую поддержку грузинского лобби за рубежом. Если мы сейчас не сумеем сплотиться и защитить Абхазию, она неминуемо будет проглочена драконом грузинского шовинизма. Изложив это обстоятельство в обращении, Всемирная черкесская ассоциация призвала всех черкесов отчислить один раз фонд помощи Абхазии по 10% от месячного заработка. В этой связи слово генеральному секретарю Международной черкесской ассоциации Шакуеву Мухаммеду. Призыв президента Международной черкесской ассоциации Калмыкова оказать всемирную помощь братскому абхазскому народу нашел широкий отклик у черкесской диаспоры. Тут в данный момент, как они себя и называют, и я подразумеваю под словом черкес, выходцев со всех республик, народов Северного Кавказа, которые оказались на чужбине. С первых же дней пошла гуманитарная помощь. Были проведены митинги, манифестации в разных странах в поддержку справедливой борьбы абхазского народа. Появились и есть, и появляются добровольцы, которые пришли на землю древней Апсны с тем, чтобы с оружием защищать эту маленькую землю. В народе говорят, нет худа без добра. Может, это немного кощунства, но если по большому счету взять, именно, к сожалению, вот трагедия Абхазии, с другой стороны, объединила нас. Она показала, что мы единые народы, все северокавказские, что у нас единый корень, единая общность. И если сейчас, защищая Абхазию, мы не будем осознавать, что мы защищаем себя, свой завтрашний день, то это будет большой стратегической ошибкой. И в самом деле адыгская диаспора активизируется по части организации гуманитарной помощи Абхазии. Так, недавно из Иордании поступила гуманитарная помощь, гуманитарный груз 17 тонн. Значит, это медикаменты, продовольствие, промтовары поступили в город Дгварчал. Надо сказать, что инициатива по организации этой гуманитарной помощи абхазскому народу исходила от Черкесского благотворительного общества в Иордании. А комитет по оказанию гуманитарной помощи Абхазии, который был там создан, возглавил принц Хасан. Это младший брат короля Иордании Хусейна. В общем-то, нам удалось встретиться в Нальчике с представителем принца Хасана Мирваном Джамиль, который сказал, что гуманитарный жест, который был сейчас оказан иорданским народом Абхазии, не является последним, что он продолжит, оказывать Абхазии гуманитарную помощь. Помощь Абхазии из Кабарды в настоящее время идет по нарастающей линии. Грандиозным мероприятием, на мой взгляд, и акцией поддержки абхазского народа кабардинским явился телемарафон «Детям Абхазии», который прошел в городе Нальчике 16 января. Удивительно, что на этот телемарафон в общем, шли люди из отдаленных аулов, начиная с детишек, которые не пожалели, в общем, своих собственных касс, а также стариков, которые пожертвовали своими пенсиями именно ради того, чтобы помочь братскому абхазскому народу. Надо сказать, что в этом телемарафоне приняли участие представители черкесской диаспоры, которые по тем или иным причинам находились в настоящее время в Кабардино-Балкарской республике, то есть у себя на родине. Приняли участие в телемарафоне также кабардинцы, проживающие вне своей республики. Так, например, чемпион мира по борьбе Мурат Карданов, который является студентом одного из краснодарских вузов, перечислил в фонд телемарафона «Детям Абхазии» 5000 рублей, то есть свою месячную стипендию. Кроме того, в телемарафоне, должна заметить, приняла участие горская еврейская община города Нальчика. Зав. Еврейским центром и депутат Верховного Совета Кабардино-Балкарской республики Данилова сказал о том, что действительно они очень сочувствуют абхазскому народу и будут помогать ему в меру своих возможностей.
Кроме того, сегодня я должна сказать об одном очень интересном факте. В настоящее время в Кабардино-Балкарии, насколько я могла заметить, общество постепенно, может быть медленно, но все-таки начинает поворачиваться в сторону добровольцев, которые воюют, значит, здесь, в Абхазии, рядом с абхазскими воинами. Так, в городе Нальчике был создан фонд помощи добровольцам Абхазии, в общем, который ставит своей главной задачей помощь не только самим добровольцам, но и семьям этих добровольцев. Этот факт, конечно, является очень важным в настоящее время. Возглавляет фонд помощи добровольцев Абхазии, который называется, кстати, «Золотое руно», Аслан Мирзоев. В нашей передаче сегодня принимают участие Заур Налой, председатель Адыга Хассы, Жантимир Губачика, исполняющий обязанности председателя Конгресса кабардинского народа, Ибрагимов Ваха, член Гренадской демократической партии Чечено-Ингушетии. Я прежде всего хочу сказать нашим добровольцам, кабардинцам, адыгейцам, черкесам, абазинам, всем, кто помогает сегодня в трудный день нашим братьям родным абхазам, я хочу им сказать, что я безмерно горд тем, что у нас выросло вот такое поколение. Раньше я думал, что угасла душа кабардинская. Я думал, что вытравили из нас мужество адыгское. Я думал, что пропала наша культура, этикетная культура, та самая, которая не давала человеку пасть даже в самое трудное время. И когда в это трудное время, когда нашим братьям стало очень нехорошо, кабардинцы показали, адыги показали, абазины показали, что душа адыгская жива, совесть адыгская не умерла. И это вселяет в нас надежду на то, что в этой трудной борьбе за наше существование, за сохранение нашего единства, этнического единства, мы выстоим. Меня безмерно радует вот эта сохранившаяся адыгская совесть, чистая совесть, беспокойная совесть, та, которая не давала им отсиживаться дома, когда абхазам пришлось воевать с такой полчищей. Я не один горжусь им. Ими гордится вся Кабарда. Ими гордится весь адыгский этнос. Мы сейчас воспринимаем их как обычных людей. Придет время, когда о них будут писать поэмы, романы, песни будут петь так же, как сегодня мы поем песни о Бандибаркане, о Шолохе, о других наших великих героях. И я хочу здесь выразить мой восторг, мое величайшее уважение к народу чеченскому, выразить свою стариковскую благодарность и восхищение героями чеченского народа, которые в самые трудные минуты абхазского народа всегда оказывались рядом со своими абхазскими друзьями. Я ложусь спать, обращаюсь к Аллаху, чтобы Аллах даровал победу нам с абхазами. Я просыпаюсь утром, и я к Аллаху обращаюсь с просьбой
даровать абхазам и нам победу. Мне жить будет невозможно без победы абхазского народа. Шеварднадзе, который мог пойти на то, чтобы вторгнуться в Абхазию, он не может называться грузином, он не может называться демократом, он не может называться homo sapiens. Может быть, он и homo, но далеко не sapiens. Свой разум он использует во вред своему народу, во вред народам Кавказа. Это он повинен в том, что Кавказ сейчас пылает. Это ему не простят и грузины тоже. Не простят ему и современники, не простят ему и будущие поколения. Они проклянут его. Я не завидую Шеварднадзе. Все наши думы, все наши планы кабардинского народа и Конгресса кабардинского народа полностью обращены к абхазскому народу. Мы переживаем, у нас боль на душе, когда трагедия разворачивается на земле нашего братского народа Абхазии. Конечно, мы сидеть спокойно никак, ни один кабардинец не может сегодня сидеть спокойно. Поэтому Конгресс кабардинского народа, об этом известно многим, с первого же дня начала агрессии развернул совместно с другими организациями национального движения и прежде всего с АДГКАСа большую организаторскую работу по оказанию немедленной помощи абхазскому народу. Ну вот сегодня можно сказать, что буквально в течение нескольких дней тысячи юношей записалось добровольцами, чтобы поехать в Абхазию. Я хочу сегодня обратиться к нашим тоже добровольцам. Это самые, на мой взгляд, это самые мужественные люди. Я знаю, сегодня даже вот здесь сидят ребята, которых я знаю. Они имеют по трое малолетних детей. Но они идут в Абхазию сражаться вместе с ними. Я многих из них пытался остановить, имея в виду, что у них дети, малолетние дети, они могут остаться сиротами. Но они сказали, что мы не можем отсиживаться здесь, побывав однажды в Абхазии и увидев горе и страдания и кровопролитие на земле нашего братского абхазского народа. Я хочу сказать, что в последнее время мы принимали здесь представителей города Ткварчала, и мы особенно переживаем за этот город, ибо нам известно, что при основном населении там 23 тысячи человек, там уже почти 40 тысяч собралось и беженцы из Ачамчирского района и других прилегающих территорий. И, конечно, трудно приходится Ткварчалу. Но я хочу пожелать и призвать жителей города Ткварчала особенности. Это мужественный город, мы знаем. Это город шахтеров, которые не сдались и не сдадутся, мы уверены. Держитесь. Держитесь, победа будет за вами. Я обращаюсь ко всем добровольцам из Северного Кавказа, и с Москвы, и с Ленинграда, там же многие представители, между прочим, многих мы их знаем. И казакам обращаюсь, я как представитель чеченского народа хочу, чтобы в первую очередь, чтобы была победа в Абхазии. И хочу, чтобы все остались живы. Все, что в наших силах, мы делаем. Я имею в виду гуманитарную помощь. Вот. И хотел бы, чтобы Кавказ был свободным. Hoyra, 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 hoyra,
А сейчас, уважаемые телезрители, я предлагаю вашему вниманию блок сюжетов, в котором принимают участие женщины Кабардии. Говорит Зельма Науржанова, мать молодого историка Ибрагима Науржанова, одного из 12 кабардинских добровольцев, погибших за Абхазию и ассоциирующихся у меня с 12 апостолами, пришедшими защищать эту святую, райскую и потому кровью стекающую землю. Эта царственная женщина, потерявшая единственного сына, говорит: «Я переживаю, волнуюсь за ребят и понимаю переживания их матерей. Смерть сына не сломила меня. Я не отреклась от идей своего сына и поддерживаю кабардинских парней, участвующих в освобождении Абхазии». Зельма Науржанова, добавлю от себя, ждет рождения внука, наследника Ибрагима. Очень часто бывает в санатории «Родник», где проживают дети беженцев из Абхазии. А в телемарафон, о котором я говорила выше, она внесла 5000 рублей. В нашей встрече, которая состоялась во Дворце культуры профсоюзов города Начика, приняла участие певица Ольга Сафурова. Предоставляем хозяйке этой гостиной, обаятельной женщине Лидии Хацуковой. Как мать, как женщина, я хочу обратиться к нашим добровольцам, ребятам кабардинцам. Сизовецикха, Дихоцикха, Дидальха. Я вот его до папы фасхаджа. Сагавхасу. Звачфиу, факзихачар бхапажу, намысфхасу, фа абхазхам, фа готу, фрагусу, зау бзерхатым шхаджа. Дуня михажади золотцикхам шхаджа бухайош ходис. Анар золотцикха псол хотен анар фузиншану, мзаур
детей куао, авушну, кувагоджа, на пахузджа, дизухозешину, абадизунашам, агоду смугохопха. По мнению председателя женского движения «Адив» Раисы Шоровой, непомерная тяжесть происходящего ныне в Абхазии не может сломить абхазский народ. Я хочу обратиться к абхазам. Дорогие сестры, братья абхазские, ваше горе – это и наше горе. Мы – это единый народ. Нас никак нельзя оторвать друг от друга. Но вот эта трагедия, конечно, еще больше сблизила нас. И я хочу сказать, что мы с вами душой и сердцем. Каждая кабардинка отдаст частицу своего сердца, чтобы этот народ обрел победу. Чтобы он в своей справедливой борьбе выдержал и выстоял, и стал свободным. И все, что связано с освобождением этого народа, мне кажется, наш народ всегда это поддержит. Особенно вот мы, женщины, женщины предназначены природой продолжать род. Я считаю, что каждая женщина будет вносить свой посильный вклад, особенно из женщин нашего движения, чтобы этот народ стал свободным, чтобы матери гордились своими детьми, как мы гордимся что нашими ребятами, которые в Абхазии, что мы полностью поддерживаем их. И мне бы хотелось обратиться к женщинам. Может быть, им очень трудно, особенно женщинам с детьми. Если будет такая возможность, пусть они всегда найдут в нас поддержку, пусть приедут. Мне кажется, каждая семья окажет им помощь, даже может приютить, и чтобы сохранить этих детей, чтобы сохранить женщин, чтобы после все-таки продолжалась жизнь этой великой нации. Не только она малочисленная, но эта малочисленность не говорит о том, что она, по численности, а это действительно гордый, справедливый, трудолюбивый народ. Эти теплые и добрые слова, которые были сказаны в адрес нашего народа, мне кажется, не должны способствовать формированию у нас высокого самомнения о себе. Напротив, мы должны думать о том, от чего нам нужно сегодня избавляться, чтобы не исказить то мнение и впечатление, которое существует у наших братьев о нашем народе. И кроме того, это нам необходимо для того, чтобы выжить. В конце нашей передачи, уважаемые телезрители, я хотела бы поздравить сегодня с днем рождения любимого нами всеми командира кабардинского отряда Гену Карданова. Гена Карданов вообще умеет все. Он владеет тонкостями юмора, он танцует, поет. И самое главное, он прекрасный воин и командир. С днем рождения, Гена! Удачи тебе и скорой победы. А вам, уважаемые телезрители, до свидания. Best
Шераша Хопшон вместе через беду захцу Ирина Агарпха авторс дызму адератара. Ежише башукса не сидар едератара пцоишти. Яхдер рахтахуб усқан яхопшыз, еха айта хопшра рахха, рабхадзапну яхопшыз арбана гареге харахзы аинтерестуаму. Шир хопшла, абсуатили хопшра архива қанд адератаракуам. Абзираз юбха хайкушарақанца.